Кофейка. Теперь можно ехать. Красота, погода вообще шикардосная. Просто шикарная погода. Плюс 20 есть 100%, может и больше. Проехали набережную, теперь это набережная Приморская. Тут есть выезд. Сейчас заедем, не хотел там подниматься по ступеням. Посмотрим обстановку на пляже. Да тут аншлаг полный, капец. Народу. Капец просто. Вот это он ходят все раздеты, еще загорают, еще купаются. Ну, водичка такая же, да, бодрая. Ну, людей нормально так. Местные, да. На спуске прохладненько, наверное, сейчас будет. О, все. Теперь старая дорога. А, они до отсюда. Чуть-чуть протянули. А дальше уже не захотели. Вот так вот. Я
Я думал до конца, до Фаровской церкви. Не, ну хоть так, тут 10 километров нормально осталось. Да, молодцы, все равно. Да, этот участок тоже сделают. Однозначно. Однозначно сделают. На спуске, да, свеженько. Прям холодно. Да, солнце, когда в тени и едешь, холодно, на солнце тепло еще. Тут машины останавливаются, ходят в горы здесь. Здесь чаек стоит по выходным. Ну, попьем чай на Фаровской церкви. Надеюсь, там магазин этот открытый. Да, здесь тоже красивые места. Да, вся эта часть, вся горная, сплошные горы. Ну и там потом тоже, когда с Фаровской церкви будем ехать уже по трассе назад до Скацевели. Там, конечно, тоже виды такие бомбезные. Нам надо втулку еще сделать, блин. Может завтра. Как раз завтра я велосипед отдам. Может, как колесо, как. Может Фила попросить, может он и втулку мне сделает. Посмотрим, ладно. Даже я ему велосипед полностью отдам, а что мне колесо снимать. Ну да, ну в общем да, надо Фила надо попросить. Может сделает мне и втулку поставит. Ну вот, эта втулка так вроде еду, она ничего, а вот не крутишь педали и звук
такой, как что-то там уже накрылось по-любому. Она так не должна стучать. Ну да, я, получается, сколько сезон откатал по горам феодосийским, судакским. Да, так свеженько, в тенечке. Не знаю, как, наверное, назад, наверное, уже надо будет одевать подштанники. Теплее. Теплее будет в подштаниках. Но я еще штаны не хочу одевать. Потому что мне, если штаны, то это надо мне наколенник одевать на одну ногу. Поэтому я пока в подштанниках этих езжу, спортивных. Ну, зимой уже, да, зимой по-любому уже надо будет одевать штаны. Скоро будет поворот на Форосскую церковь. Пам-пам-пам-пам, арам-пам-пам-пам, пам-пам-пам-пам, ара-па-па-па-пам, пара-па-пам, ара-па-па-па-па-пам. Сколько там уже? Почти 45 километров осталось. 45, ну, назад больше. Получается, в эту сторону 45 мне, а назад получается чуть больше. Где-то 47 или 48, что-то. Ну, в общем, выходило у меня, по-моему, 92 или 94, что-то вот такое. А набор какой он? А, набор всего лишь небольшой. 870 набора. Ну, а потом уже будет спуск. Да, может, максимум 900 с копейками будет. А, сейчас на Форосскую церковь там чуть наберем. Ну, где-то 1000, да, должно быть набора. 1000 с копейками там, да. Вспомнил я. Эх, красотища. Что, сделать и здесь фотографию. Блин. Поехали уже. Время. Уже 3 часа 12 минут. А я еще хотел там вроде как какую-то смотровую зону сделали возле отеля Мария. Хотел заскочить. Ну, это по трассе, когда на Марию будем ехать. Хотел заскочить, посмотреть, что там за смотровая
зона, там лавочки какие там модные понаставили, всякие там навесики, там тротуар, ну, выложили, плиточка такая большая, там зона отдыха. Ну, заедем, поглядим. Только мне надо... Кстати, в ДНС что-то перестали продавать теперь аккумулятор для камер. На GoPro говорят, нет, все, мы уже аккумуляторы не поставляем, прикиньте. Только в этом теперь на... Продолжаем ехать до Фаровской церкви. Блин, классно так дорогу здесь полностью, получается, сделали. Побитый здесь был участок. Теперь полностью новая дорога. Ну не новая, обновленная, да, новый асфальт. Супер просто теперь. О. Три велосипедиста. Наверное, на шоссейниках так особо не смотрел. Эй, птицы. Чайки, что ли? Блин, не получилось там стать. Вот надо было той машине там стать. Сейчас уже тут будет этот развязка, это где я люблю останавливаться. Ну, не развязка, а такое место самое красивое вообще здесь, по этой дороге. Да, блин, новый асфальт везде. О, как тут горы близко к тебе. Просто красотища. Нереально. Да, вот здесь надо именно побывать осенью хотя бы один раз, весной. Ну, весной то можно вообще частенько, а вот осенью, смотря какая осень, если теплая, то в принципе да, несколько раз можно. Ну, в принципе, до конца ноября более-менее температура. Вот. Там, понятно, уже в ноябре надо будет теплее одеваться, но, тем не менее, можно и в ноябре сюда катнуть. О, горы. Какие они везде красивые здесь. Капец, просто становишься везде, и там, и сям. Поворот за поворотом. Просто. Вон уже мое место там близко. Сейчас будем фотографироваться, если никого не будет. А то сейчас куча машин, все там фото, видео, отчет. Капец, да? Охренеть. Охренительно. А вот здесь я фотографировался, да. Но это мне надо. Здесь я не сфотографируюсь так. Поехали, там будем фотографироваться на моем месте. Если что, вернемся. Фу,
Красотища, блин. Нереальная. Какие каменюки, блин. Капец, стена. Охренеть. Просто. Да, тут камень, если упадет, так упадет. Вот это стена, блин. Охренеть. Порода такие. И оттенки такие разные. Охренеть. Местечко, да? Да, вот этот участок дороги, наверное, самый такой красивый из-за того, что это вот гора. Так, а мы дальше там, да. У нас место там есть одно. Блин, ну классно, асфальт, блин. Новый. Супер вообще. На Форос можно ездить вообще смело. А вот наше место уже где-то здесь вот. А, вот здесь, да. Тут гоняют гонщики всякие. Вот наше место здесь. Приехали. Все, сейчас. Ох, какая гора тут прям близко так. Скоро тут хорошая дорога будет заканчиваться. И будет начинаться плохая дорога. Никого там. Блин, какая красота здесь осенью. Да, и весной классно здесь, да и зимой тоже все равно зеленое все. Но зимой сюда я не езжу, потому что холодно. Вот осенью и весной. А зимой уже не. Когда там 5 градусов, это далеко. Как бы тепло не одевался, но, блин, холодина. Ну, как бы просто на такое далекое расстояние, да, на вот велосипеде зимой ездить не очень. Ну, там 90, 100 там. Обычно я зимой больше 50 километров никуда не еду в одну, ну, общий пробег, да, за день 50 километров, ну 55 максимум, а вот там 80 и более точно я не езжу из-за температуры. Ну, холодно, да, как бы, что, куда ехать, если холодно. Красота. Мрето, да, или что у нас тут? Сейчас останусь здесь к краюшку. Сейчас мы увеличим. Камни сыпятся. Ох, красотища. Капец просто. Просто капец. Вот это виды. Такие краски деревьев, гор, просто шикардосно. Класс. Может стать где-то сфотографироваться здесь? Да не, мы там дальше станем, там у нас есть место для фотосессий. Или здесь можно вот стать, сейчас только надо сейчас тут, чтобы машин не было, а вот здесь где-то стать, да. О,
Офигенно здесь просто. Просто охрененно, обалденно. Возле знака сейчас станем. Обалдеть, да? Виды просто шикарнейшие. А сколько зелени. Все такое пышное, зеленое. Сосны эти, кипарисы. Форос вон уже там. Да, шикарно, шикарно. Сейчас заснимем вот здесь вот. В зоне. Может, в каких-то еще магазинах есть, кроме ДНС, типа в разных цифровых там, где продают. А, я знаю, в какой надо зайти магазин. Посмотреть. Сейчас, секундочку, станем здесь вот. О, посмотрим на красоту эту. Да. Мария вон. Видна. Видна Мария. Погнали. Погнали на Форосскую церковь. Я тут кто-то форсаж показывал. Ну да, тут такие поворотики. Чин-чин-чин. Можно форсаж бацать. Чайку охота. Кофе нет, кофе либо попьем. Вот там, если возле Марии на той зоне кофейню сделали, попьем там. А если уж нет, тогда попьем, значит, на набережной в Ялте. Балдеж! Да, вообще прям. Вот эта дорога мне вообще, наверное, в Перму больше всего. Ну да, еще дорога классная, а там, где Феодосия Судак, да. Примерно вот что-то вот похоже, только здесь видно еще море, а там чисто горы, да, по вот той дороге. Наверное, здесь лучше горы, море, а там чисто горы. Ну еще классная, да, от Судака в Малореченское, вот там море видно, да. Там горы, море, да.
мотока классно, но скорость большая, а безопасности 0. Поэтому я мотоциклы не люблю. Машина и велосипед это лучше всего, а мотоцикл это так, для сильно обезбашенных. Как бы ты хорошо не ездил, все равно мотоцикл это мотоцикл. Понятно, что можно и на ровном месте где-то упасть там или подскользнуться или что-то еще, но это минимально, а на мотоцикле такое себе, да. Ну ладно, мы уже подъезжаем к Фаровской церкви. 43 километра. Почти доехали, да. А время сколько? 3:20. Ну, нормально. 3:20, нормально. Где-то часа 4, наверное, надо выезжать. Ну, там в начале 5-го будет, я думаю, нормальненько, шоколадненько. Сейчас должно уже пропасть деление, и останется 2 у нас. Сейчас же это подъем. А подъем тут сейчас съезд заряда у нас. А ну что тут за набор? О, увеличивается. Уже 923. Ну да, где-то 1000, да. 1000. Вон она, церковь. Красота. Вон она. Опа. Вот так мы сейчас отсюда вас заснимем. Видно, не? Вот и доехали до Фаровской церкви. Да, красота. Что тут у них, где тут? Кофе-мофе было где-то. А что тут нет уже, что ли? Кофе? Не понял я юмора. Что у них было? Кофе. Там тут, наверное, нету. Тут какой-то непонятный домик. Сейчас посмотрим здесь вот. Может, здесь есть чего-нибудь. Нету здесь тоже. А здесь что? Это церковная лавка. О, блин, плохо. Что нету? Кофе. Отель Мрия и на Коцевеле Семиис.
Погнали! Так, нам надо здесь море, слева горы. Вот так и живем. Санаторная, 2 километра. Капец ветер. А теперь встречный ветер, да. Ну хоть, блин, туда доехал без ветра. Назад уже ладно, так уж и быть. Доедем с ветром. Ла-ла-ла-ла-ла. Главное, чтобы хватило доехать. Санаторная. Да, на МТБ. Это не на турбо. Красота, ляпота. Да, дорога здесь офигенная. Ну, машины, да. Офигенная, но, блин, машины эти ездят. Мальби. Ну, не красота ли это? Сейчас мы станем... А, тут везде бордюр, ладно. Ну его в баню. Что там, скоро же Мрия. О, хоть люки сделали нормальные, а то, блин, какие-то люки были, что бэм, проваливаешься как. А сейчас нормальные люки. Пара-па-па-па-пара-па-па. Так, ну что, проезжаем Мрию. Только что был у нас обед, понизовка, нам сюда вот, на понизовку.
обед был только что у нас. Там вверху построили ресторанчик такой офигенный с видом на Мрию. В общем, мы только что покушали супчик и попили чай с десертом. У нас беда одна, я уже аккумулятор переставил, блин. Будем, конечно, ехать на МТБ, но можно на туре даже. Потому что чувствую, что не хватит мне. Ну, посмотрим, да. Что-то одно это деление меня, которое не полностью зарядилось, подвело, блин. Ну ладно, посмотрим, может доедем как-нибудь. Еще этот, если не ветер встречный,